Добрый день, коллеги. Да, Добрый день, Юра. здравствуйте. Добрый день, Влад. Привет всем. Добрый. Добрый день. Привет, привет. У Значит, меня, у меня добрый ранок. Мгм. да, так. Доброго ранку, пани Юрий. Это уже по-польски, хорошо. Мгм. Ну нет, украинцы тоже говорят пан. Окей, хорошо. Да-да-да. Значит, сегодняшнюю нашу встречу мы бы хотели посвятить теме войны, в частности, между Россией и Украиной. Вот. Начать я хочу с того, что вот все мы, наверное, видели последние новости, да, фронтов, так сказать, с украинских. Все мы видели, значит, достаточно успешное продвижение украинской армии на восток. Вот. И в связи с этим у меня, значит, вопрос. И на фоне всего этого якутские добровольцы, насколько мы знаем, вот тут 50 человек отправились, да, не так давно, тут еще какие-то там 20 человек или сколько их там было, тоже отправляются, значит, или уже уехали. У меня вот в связи с этим вопрос. А, Неужели люди вот, не интересуются новостями, да не интересуются тем, что вообще происходит, не делают какого-то анализа, потому что уже всем известно, что украинская армия достаточно хорошо вооружена и продолжает вооружаться за счет западных, значит, своих партнеров, да. А, Что вообще происходит? Почему они согласны быть пушечным мясом, согласны ехать на войну? И что это? Патриотизм такой или желание заработать? Я вообще не понимаю. Может быть, кто-то мне объяснит, я очень плохо в теме в этой военной разбираюсь, да, как бы, да. Мужчины, мне кажется, лучше должны разбираться. И тем не менее вот такое происходит. Мужчины якутские едут все-таки на войну. И, кстати, да, Мгм. сейчас уже мало сообщений, но я думаю, что на самом деле их количество, вот мы подтвердили только 20 человек, да, данные по 20, а на самом деле их больше. Там еще не подтвержденных где-то 4 или 6 человек. А вообще, на самом деле, их больше. Сейчас просто власти стараются об этом громко не говорить. Администрации, допустим, главы администрации, как раньше они писали, вот носим соболезнования, уже не, да. Родственники тоже особо стараются не рассказывать о том, что происходит. Но вот прорываются такие сообщения. Помните, что-то у тебя там, Юра, да? Помните вот это вот совершенно ужасное видео, где женщина в автобусе в Якутске плакала и говорила, что потеряла то ли сына, то ли вот сына, да, по-моему, и говорила, что это обман, наши дети там умирают. Ну вот что происходит, да, вот такой конкретный вопрос. Почему наши люди идут на войну? Ну, Не кто знаю, кто начнет? Да, начнет? Влад сегодня у нас гость. Да, Влад Да. начнет, наш гость. Мгм. Да. Ну, мое мнение, да, на войну ехали всегда. В любое время, на справедливую войну, несправедливую войну. Люди были всегда. Ну, конечно, сейчас работает пропаганда, люди зарабатывают деньги. Но как человек, сам прошедший войну, я хочу сказать, что туда слабые не едут, особенно добровольцами. Туда едут пассионарии. Те, которые могли бы в обычной гражданской жизни, если бы они не занимают руководящие должности, но в какой-то критической ситуации они могли бы стать лидерами мнений, да хотя бы просто взрастить своих детей следующими лидерами. Это так, как у пассионарии, ну, по теории пассионарности. И таким образом империя вымывает активную часть народа. Эти мужчины, например, в случае вдруг каких-то там столкновений с мигрантами, там несправедливости какой-то со стороны Москвы, они бы вдруг бы ниоткуда не появились бы и возглавили бы протест. Ну, это как бы стабильная, как сказать, правильная работа империи. Они либо переманивают на свою сторону, чтобы эти люди работали на них, угнетая свой народ,
либо же они должны погибнуть, ну, на каких-то, как говорится, криминальных делах или на войне. Вывести их из зоны, как говорится, невидимости. Ну, это мое такое мнение. И я думаю, за то время войны, а война будет долго, где-то, по моим прикидкам, около 1000 якутян пройдут эту войну, ну, где-то половина, а может и больше, не вернется из этой войны. И представьте себе, что вот 500 человек, например, молодых парней, ну, даже если не молодых, как бы, сколько они могли бы родить детей, и плюс это же не только человеческий фактор, это ну, не только демографический, но и социальный, экономический, как бы. Это преждевременный уход их родителей, как говорится, это, как это, их близких, жены, дети, даже если у них есть, то это уже на всю жизнь для них травма. Ну, то Ну есть ты вот хочешь мое сказать, такое мнение. то есть ты хочешь сказать, что я же вопрос, почему они едут, да? А, неужели они, ну, как бы они же на самом деле, вот ты говоришь, да, 500 человек по твоим прикидкам не вернется домой. И вот эти вот люди, 500 человек, они не понимают, что они на самом деле уезжают умирать? Или они хотят этого? Что, им Да, деньги я нужны? так считаю, что нет, в нормальной ситуации, да, они были бы, как это, в нормальном экономическом, нормальном обществе, они были бы лидерами общества, они бы там воспитывали бы там детей, там, как бы это, организовывали бы там кружки какие-то, ну, или вообще как бы это, бились бы за справедливость, как бы, ну, в их понятии, в нашем понятии, но так как они сейчас в данном случае этой стране не нужны, их вербуют, обрабатывают пропагандой и Промывают отправляют мозги. на войну. Они, ну, я могу сказать, как бы от них избавляются. Это те люди, которые в случае чего первыми возьмут в руки оружие и будут защищать, например, ту же республику, как бы, в случае республика решит отделиться. Ну или еще в каких-то других случаях. Как бы. Вот, например, те же, которые сейчас вот из Тюмсю людей собирали, они же выступали против мигрантов, когда там местных обижали, еще что-то. Да. Как бы, я, конечно, не одобряю эти методы, да, но эти люди, вот, как сказать, наиболее такая агрессивная часть народа, которая готова постоять за народ. Но такие в данный момент России не нужны. Потому что если завтра как бы Россия вдруг объявит, что ну, республика как бы слишком взорвалась и начнет кого-то арестовывать, то эти люди могут и выступить. Но зачем они нужны? Проще их отправить на войну и утилизировать. Это То есть ты такое полагаешь, что это мое мнение. целенаправленно, ты полагаешь, что это целенаправленная политика Кремля во всех регионах истребить таким образом, да, отправляя на войну самую активную ее часть, которая могла бы в случае чего встать во главе, ну как бы во главе там впереди протеста. Ну, вы же понимаете, в последнее время все эти, как этот, страна потихонечку шла к этому. Постоянно вот как бы ну, мы потихонечку все чувствовали, что-то нагнеталось, все чего-то ждали, вот это болотное, потом еще что-то. Вот как бы крышку котла закрывают посильнее, и все ждали, когда же рванет. И вот сейчас как бы началась война, и можно сказать, Россия преследует не только цели на Украине, но и внутри страны. Они таким образом являются от той части, которая могла бы возглавить протестные настроения в регионах. Ну, Ну понятно, и, да. соответственно, они двояко избавляются. Одних отправляют на фронт, а других, которые выступают против, а это как бы такие люди, они не могут остаться в стороне. Их просто, да, вот уничтожают как это, законодательно, а этих утилизируют на войне. Поэтому это выбор каждого, Да, ехать или не ехать. Мгм. Мгм. Поэтому Влад, да, я абсолютно соглашусь. мгм. и, и эти люди наивно думают, что они в этой войне, ну, как говорится, что-то
найдут что-то, потеряют что-то, как бы, ну, для них просто больше шансов не Как-то вернуться. проявят себя. Как-то проявят себя, они так думают, Да, да? как-то проявят себя, станут героями. Но, во-первых, это абсолютно позорная война. Это война как бы агрессивная, и мы выступаем здесь в роли оккупантов. А во-вторых, эта война уже, это не Вторая мировая война, и не Первая мировая война, и не Афганистан, и не Чечня. Это уже совсем другая война, где, ну, как говорится, эти, которые погибнут, они никогда украинцев и не увидят. Они только увидят украинский беспилотник максимум, если увидят, конечно. А так вот сейчас я наблюдаю, как война проходит. Ну, как нет штыковых атак, нету как бы наступлений, которые идут. Даже в годы Второй мировой войны были ветераны, которые умудрялись пройти до Берлина и увидеть только пленного немца, а в бою как бы так и не побывать, потому что шла вперед артиллерия, авиация, танки, все в пыль и прах, а сейчас уже не требуется столько артиллерии, столько авиации, точечно, беспилотники, высокоточное оружие. Сейчас уже поставляются боевые эти роботы, которые как маленькие танки Эстония начала поставлять. Ну и, само собой, байрактары, дроны, свитшоты. Так что мы пока держимся только, ну как, Россия держится только за счет кормления человеческими жизнями. Потому что, чтобы что-то захватить, надо выявить, откуда находится взвод, рота. И их просто закидывают бомбами, снарядами, минами. Из них остается половина, они отступают. Украинцы свободно туда заходят. Потом и дальше так следующими. Или же другой вариант. Россия начинает обстреливать, украинцы отступают, россияне туда заходят. Но так как отношение к человеческим жизням разное у России и у Украины. Украина бережет каждого солдата. И понимает, что как бы, эти люди нужны будут. Воюют в основном у них специалисты. Добровольцев очень мало. Они все-таки долго воевали. И не забываем, что на территории Украины было 40 высших военных учебных заведений. 40. Там, можно сказать, каждый там, третий, четвертый мужчина – это с хорошим военным опытом. Ну и, соответственно, воевать они умеют. А наши должны кормить жизнями. Вот пока как То бы есть ты хочешь сказать, какие-то там... как во Второй мировой, мы их закидываем трупами? Да, да. Ну, можно даже сказать, мы их хуже. Что во Второй мировой они хоть погибали за что, точнее, знали, за что погибают. А сейчас вот эти военные люди, да, они не понимают, что такое на войне отношение к людям. Во Вторую мировую войну было отношение как бы достаточно таки ужасное, да, скажем так, циничное и беспощадное. А сейчас еще тем более. Страна практически развалилась. Ну, как сказать, что может объединять москвича и того же якутянина, который попал туда. И тут приходит 100 добровольцев-якутян, да, и какие к нему испытывают чувства тот же выпускник там, ну, из Санкт-Петербургского военного училища, как бы, да. Он для них какие-то чурки, папуасы, которые приехали на войну. И что он делает, как бы? Надо занять село, а там, ну, вероятность, что выживут минимально, да? Ну, их спокойно отправляют на смерть, потому что он их матерей не увидит, он их, в принципе, даже понимает плохо, что они как бы говорят, что они хотят. И очень такое циничное. Потом, если его бойцов как бы убьют, его могут наказать как бы, за то, что он понес такие большие потери. Хотя тоже маловероятно. А если полягут добровольцы, которые, в принципе, к нему никак не относятся, просто приписаны к нему, вот сказали, те рота добровольцев на усиление, вот он их будет в первую очередь отправлять на смерть. Ну, то есть было... сами знали, на что шли.
Да, Под чем сами знали, на подписывались? что шли, как бы, да, под что подписывались. Ага, И на войне это сплошь и рядом. ага. Ладно, слушай, а вот я хочу вернуться к началу нашего разговора, да? И ты, когда ты сказал, что эта война сейчас, вот, которая идет между Украиной и Россией, да, она, это не Первая, не Вторая мировая, не Афганистан, не Чечня в 90-е годы, да? А вот какая она? Чем, ну, то есть она другая только тем, что там технологии, у нас сейчас технологии другие, более развитые, более Да, высокие. ну как, совсем уже другая война. Скоро, я думаю, так, ну, если так пойдет, мы будем воевать сидя дома, как бы, из джойстика. И в этом отношении сейчас нужны даже не солдаты, а операторы ППЛА, операторы этих дронов, операторы танков дистанционные. Ну, и сейчас на Украине поставляется снаряжение, вооружение со всего мира. Как только что даже из Америки поставляется то оборудование, которое еще не поступило на оборудование американской армии. Это экспериментальные образцы. И этим занимается много частных фирм, которые работают на оборонку. И они готовы их поставлять Украине, чтобы обкатать, чтобы была хорошая рекламная кампания. Кому война, кому мать родна. И в этом То есть, получается, отношении сейчас Украина одна из самых вооруженных, да, как это э, говорится, армии нет, Европы. да, нет, сейчас она получается одна из самых будет продвинутых, потому что это только-только начинается, пока сейчас поставки не в таком объеме, но в будущем, я думаю, что шансов у нас практически никакие у России. И это очень, как бы, я не знаю, почему до сих пор идет эта война, ну и все плюс, учитывая уровень нашей армии, а он достаточно очень низкий, как бы. Мы сейчас просто заваливаем трупами. Долгое время работала отрицательная селекция, что вот армия это в принципе срез населения, да, общества. И в принципе, как вот мы видим же в обществе везде, как бы, да, шла отрицательная селекция, что у нас в республике как бы отрицательная селекция чиновников, и также в армии шла отрицательная селекция командиров. Ну и, соответственно, им дают приказ, они, ну, для них не имеет значения, сколько человек погибнет. Для них главное отчитаться. Влад, а у Почему меня сейчас... вопрос. Да. Ага. Ага, да, вот смотри. Дело в том, что сейчас, если в любой Telegram зайди, куда ни зайди, на YouTube, абсолютно везде, ты можешь понимать, что сейчас происходит. 50 тысяч уже солдат погибло, там Украине все самое современное вооружение со всего мира и тому подобное. Вот как Не, можно подожди, Юрий, объяснить вот это вот... я хочу уточнить. Давай мы с тобой будем говорить, что 50 тысяч по данным украинских генштаба, да, военных. Ага, ну хорошо. Совершенно разные, да, цифры, как бы, ну, чтобы не было... Ага, да, ну хорошо, ну все равно любой Но все человек в равно России огромное может количество, понять, все равно огромное количество. что там, да, очень большое количество, даже если он точно не знает сколько. Вот как можно объяснить вот эту вот непроходимую тупость тех людей, которые туда едут, и они отлично понимают, что они там станут очередным пушечным мясом. Вот я себе вот это не понимаю. Допустим, вот я сижу, патриот России, и я хочу поехать на войну, там защитить там Россию, но я же понимаю, что там мясорубка происходит, что если я туда поеду, от меня ничего не останется через 2 дня. То есть это же очевидно. То есть тут просто нужно иметь глаза, немножечко мозгов и телефон, чтобы это знать. Вот как можно объяснить то, что они все равно едут и пополняют все вот эти, как сказать, трупы? Ну, каждый все-таки надеется выжить, во-первых, а во-вторых, все-таки, знаете, как бы, если они останутся в республике,
Это же говорю, это пассионарии. Они скорее Ну да. сгорят от водки, они пойдут в бандиты, они пойдут резать этих чиновников, да, как бы что будет плохо для родни и прочее разное, да. И уж лучше выбрать такую геройскую смерть. Они думают, что все-таки они хорошо бегают, хорошо стреляют, и как-то они, ну как это, тут если поехать на войну, есть еще шанс какой-то выжить и вернуться, да, заработать денег, да. Но если остаться, то они, ну как, в этом обществе они не видят просвета. Они не видят, как бы, где можно приложить свою энергию, свои силы, что Реализовать себя. везде, да, везде коррупция, везде нужны связи, там, везде как-то, ну, куда ни кинь, всюду клин, да, как бы. А если это еще, а если у человека еще была какая-то судимость, это все. Наше же общество ставит на нем крест, как бы, абсолютный. Или он как-то себя, ну, как сказать, проявил там неправильно или еще что-то. Поэтому он думает, да, вот какой-то для меня шанс как бы поехать туда и как-то проскочить. Ну, кому-то везет, кому-то нет, да. Ну, в этой войне повезет очень мало, особенно если ты, как сказать, простой пехотинец из Якутии, а не какой-то там оператор БПЛА или наметчик, наводчик какой-то, который нужный специалист. А так, Наводчик этих ребят, Байрактаров. да, не, ну, БПЛА, да. А если обычных просто говорят, вот, идите туда и умирайте. Ну, что они и делают, как бы. Слушай, ну вот хорошо, ладно. Эти ладно, едут, хотят себя хотя бы так реализовать, значит, уже такой, знаете, пласт общества, который, в принципе, ну, вообще у нас в Якутии, мне кажется, и не только в Якутии, а и в других регионах, национальных республиках люди вообще очень, ну да, на любом человеке можно поставить крест, если у него нет, значит, связи и денег, да? Вот. А что, тогда вот вопрос такой. Вот эти вот люди, которые их отправляют, тоже всякие разные ветераны боевых действий, ну, я уже не говорю про главу, да, глава на этом зарабатывает себе, значит, политические, не политически, как бы, ну да, можно сказать, политические очки перед Кремлем. Ну, как бы он зарабатывает себе такую репутацию, что он может много, вот посмотри, Владимир Путин, какой я молодец, сколько людей я отправил, да. С этим-то все понятно. А вот эти вот ветераны боевых действий, помните, вот этот вот, уже не помню, как его звали, который вот председатель этого ветеранского этого сообщества афганцев, да, он же тоже, они же тоже все говорят, сколько видео записывают, да, мы там должны отдать долг родине, значит, идите добровольцем, ну, такие призывы. А вот они-то о чем думают? Они же на самом деле должны же что понимать, что там происходит. Они же военные. Они все понимают, да. Но если глава получает какие-то преференции сверху, да, то дальше это идет ниже по цепочке. И тот же председатель совета афганцев, там, он же тоже имеет как бы свою копеечку, свои гранты, свои эти от власти. И все, которые вот это все агитируют, они все же на подсосе у государства, скажем так, у республики, там, чиновники все эти. Я прекрасно знаю, как вот эти сейчас ветеранам раздаются земельные участки, какие-то там гранты выделяются на всякие патриотические дела. Ну, они хорошо распиливают, хорошо сидят, и когда власть их просит отправить людей умирать, то они с чистой совестью, скажем так, и без задней мысли отправляют людей на убой. Хотя понимают, да, что такое современная война, смотрят на те же телеграммы, ютубы, но они говорят, как бы, они, наверное, говорят словами тех бандитов из 90-х. Да. Да-да-да. Хорошо, вот это, да, я понимаю, да, что все обусловлено деньгами. А я недавно смотрел ролик, по-моему, из ТВ, там женщина пожилая, она давала интервью, и она с гордостью говорит, что вот мой первый сын погиб, второй сын погиб, и говорит, это мы за Россию, на-на-на. Вот как объяснить вот такую
абсолютную бесчеловечность простых людей, которые как бы не заинтересованы в деньгах, ну, то есть, которые вот как-то вот спокойно ко всему относятся, равнодушно. И ты это часто видишь во всяких вот этих роликах, в телеграм-каналах. Вот как вот это объяснить? Ну, это же, как сказать, обычная человеческая психология, да. Если им признать, что их внук там, это была правнука, да, бабушка Тувинка как бы внука похоронила и прям такая топила за Путина, за войну. Если они признают, что их внук, там, их сын погиб за просто так, за ни за что, просто как бы за очередной срок Путина или за какие-то хотелки, да, то получается, что он живет в неправильной стране, и он говорит и делает неправильные вещи, и вся его жизнь до этого момента была неправильной. Людям-то тяжело это признать. И они, ну, чтобы не случилось когнитивного диссонанса, они будут даже вот в глубине души, понимая, что ну, все неправильно, и все не должно быть так, они будут топить за власть, они будут себя как бы убеждать. Да, потом где-то наедине с родственниками они будут проклинать Путина, проклинать Россию, но пока как бы надежда есть, что будут какие-то выплаты за смерть этого внука, за сына там, они будут, да, показывать, что они с Россией, они за Путина. Ну, это, эта система так выстроена. И этим людям, я скажу, вдвойне, втройне тяжело. Как бы. Ну, давайте не будем их жалеть. Получается, да, не буду. А вот получается, что, вот смотри, абсолютно с тобой соглашусь, вот когда ты сказал, что сейчас путинская система отправляет пассионариев, то есть активную часть населения из национальных, в том числе республик, да, я еще думаю, что тут еще второй такой вот у них хороший, ну, они преследуют цель, это то, что они отправляют, ну, большинство там не русских, а стараются из национальных республик, да, большую часть людей отправлять из беднейших субъектов Российской Федерации. Но вот получается, что для адекватного человека становится каждый день все очевиднее и очевиднее, что когда ты находишься вместе с Москвой, грубо говоря, с русским миром, да, под руководством Кремля, то ты ничего от этого не получаешь. Ты получаешь только какие-то беды и негативные последствия, да, то есть твоих сыновей убивают, значит, твою землю грабят, все твои природные ресурсы забирают. А получается, а зачем тогда национальным республикам вообще быть с Москвой, с русским миром? Вот получается, что станет ли вот национальным республикам в скором времени очевидно, что нужно как можно быстрее сепаратироваться и, ну, соответственно, жить своей жизнью, своей национальной жизнью, а не кормить какие-то бредни Кремля. Ну, это может быть только при одном случае, да, при полной, как говорится, катастрофе России, когда полная деморализация, полная катастрофа, если украинские войска войдут в Москву, скажем так. Потому что сейчас, в данный момент, многие бы хотели бы, да, но посмотрите на эту жестокость этой власти, да, как бы, ну, они на примере Чечни показали, да, что они могут сделать с мирным населением, если какие-то будут сепаратистские настроения. И сейчас, в принципе, как бы они могут спокойно, если какой-то регион сейчас начнет как бы выступать, просто задавят танками. И не считаясь ни с потерями ни с одной, ни с другой стороны. Как бы. И это самое ужасное. И сейчас это только это останавливает, наверное, людей от таких массовых сепаратистских выступлений. И плюс сейчас же всех, которые хоть как-то себя проявляют, тут же закрывают, тут же не дают развиться этими каким-то протестным движением. Так что, я думаю, в случае военного поражения России, а оно неизбежно, да, какой-то шанс будет на короткое время, а потом опять все будет плохо. Ну хорошо, подождите, можно я скажу, Ира? Я вообще против постановки такой вопрос, что когда люди поймут, что им нужно отделиться.
Мне кажется, да, было бы правильнее говорить, когда перед людьми встанет такой вопрос, и они пойдут на референдум, чтобы вот не, чтобы они не отделялись решением какой-то вот небольшой группы людей, тех же самых пассионариев, которым, значит, которые вернулись с войны, им не понравилось, ну как бы, да, они поняли, что такое путинский режим, и закричали бы «давайте отделяться» и повели всю толпу за собой. Нет, я все-таки давайте за демократические какие-то институты, да, и способы вообще решения. Референдум, большинством голосов. Хотите большинством голосов отделиться? Отделяйтесь. Не хотите? Оставайтесь в федерации. Между прочим, федеративное, на мой взгляд, федеративное устройство, да, государства нормальное, на примере Соединенных Штатов. Да? Почему нет? Тоже прекрасно, мне кажется, может существовать. Ну Да. вот, на Другое примере дело, Евросоюза, что да. Другое дело, что Россия как бы на протяжении своей многовековой истории показывает, что она ни во что не ставит, она практически, да, относится к своим народам, к своему народу как к рабам, да, как к колониям. Но это уже другой вопрос. А все равно решение должен принимать народ большинством голосов. Но это просто мое мнение. Можно, да, Рая, я вот по поводу вот этого, того, что ты сказала, но дело же в том, что путинская система, она не предполагает законности. То есть, Да. когда нету законности, тогда, получается, все вот эти референдумы, выборы, они не имеют никакого смысла. Собственно, сейчас это и происходит. Все, что они там ходят на эти выборы, вот эти цики, это все не имеет смысла, потому что все равно, понятное дело, Путин, ну, получит свои голоса там правдами, неправдами. Здесь у нас просто, мне кажется, если ты не хочешь жить с Москвой, то, мне кажется, выбора нету никакого, кроме как, если ты это сделаешь насильно. А насильно мы это сделать не Подождите, можем, потому это не что, получится, пока Путин сидит у власти, да, этого не получится вообще. Мне кажется, нету смысла вообще. да, это не получится, Будет потому что смысл говорить, национальные когда его республики, не станет. Это они нет, слабы. это Путин вообще ни при чем. Путин вообще ни при чем. Даже если Путина не будет, система-то останется. Это российская система, она устроена таким образом, что, ну, попробуйте выйти с плакатом референдум, да, сразу можно упасть на штатив, как бы. Поэтому пока эта система не прогниет настолько, что она будет уже шататься, тогда уже, да, можно выходить с листочком каким-то, и то осторожно, потому что, как правило, когда система гибнет, она уже уничтожает не только саму себя, но и все окружающее. Ну, как с этой войной и происходит. Поэтому... Хорошо, а вот да. ты сказал, смотри, ты сказал, что такое будет возможно только если действительно что-то очень серьезное произойдет, грубо говоря, например, украинские войска дойдут до Москвы, да, но это как бы нереально. Ну, я тебя хочу спросить. Дело в том, что сейчас Россию обрубают от нефтегазового рынка, да, европейского, а это, ну, практически основная часть бюджета, да. И получается, что если вот Россию обрубают, да, в этом году, в следующем, там, через 2-3 года у нее уже совершенно нет денег, и, грубо говоря, у Путина нет денег на те же танки, которые поедут в какой-нибудь субъект России, который запротестовал, да, не будет денег на защиту, на Росгвардию и тому подобное. Вот в этом варианте возможны сепаратистские настроения? Ну, как при развале Советского Союза, да, я говорю, какой-то вот период будет, когда власть ослабнет, когда в самой России пройдут какие-то реформы, и тогда в этот период, пока как бы снова маховик как бы не вернется. Это как в 90-е. В 90-е же говорили, берите суверенитет сколько можете. И потом пошло укрепление центральной власти. Это для России неизбежно. И оно не может иначе существовать, да, кроме как вот... И поэтому будет момент, да, когда будет развал, хаос. И если мы в это время успеем как-то дистанцироваться, выйти, поставить новые условия, то да, мы выиграли. А если в это время мы будем заниматься междоусобными войнами, решать кто, где, что, как, то мы, конечно, проиграем. Но этот момент, Решать, кто конечно, здесь главный неизбежен. таён.
Да, да, можно так сказать, как бы. Э, А Потому можно вот у меня вопрос что, такой? Можно, да, можно я тебя перебью? Извини, пожалуйста, Влад. У меня вот такой вопрос. да. Когда в 90 вот немножко вот вернемся, да, в историю. Когда в 90-е годы, значит, произошел развал Советского Союза, отделились крупные ее части, да, Союза, это Украина, Беларусь, ну, мы все это все знаем, да, и так, когда начала отделяться Чечня, я помню все эти разговоры, что Татарстан хотел, как бы, да, тоже мечтал просто выйти из состава тоже, да, но они не могли чисто законодательно, да, потому что они являлись автономией. И Якутия тоже. Я слышала такие разговоры, что как бы вроде тоже не было законных оснований, просто потому что мы были тоже автономией. Но Чечня ведь тоже была автономией. А почему вот мы тогда не, как ты думаешь, да, как вы думаете, Юра, Влад, почему мы тогда не просто не самоопределились? Да, каждая нация в уставе ООН написано, да, одно из главных, значит, правил. Каждая нация имеет право на самоопределение. Почему в тот момент нам не удалось объединиться с татарами, да, с чеченцами, да, и просто не взять и не выйти. Ну не смог же бы Кремль воевать в трех направлениях. И там, и тут, и Э, там. Да, скажу, объясню. Слишком долго среди этих наших народов, да, в России проводился отрицательный отбор. Всех угнетали же, всех сажали, которые свободолюбивые, как бы, всех, те, которые могли переманить на свою сторону, на сторону империи, да, вот они работали на Москву. Почему у нас все тайоны уезжают жить в Москву? Потому что у них менталитет, мышление не родное, а центристское, имперское. И, соответственно, в 90-е годы у нас оказалось мало таких людей, которые, пассионариев, которые могли бы заявить о себе и власть взять в свои руки. У чеченцев этих оказалось больше. Даже в те времена, как вот мои друзья рассказывают, которые жили в Чечне, у них, у мальчиков была мечта после школы поступить в ПТУ, кое-как там ПТУ с красным дипломом, проще было 2 года всего лишь надо постараться, и после ПТУ поступать в военное училище с красным дипломом вне конкурса. И очень много чеченцев, бывшие военные, поступили. Это пассионары, это люди, которые готовы воевать, готовы убивать и готовы умирать. И, соответственно, в 90-е Чечня полностью отделилась. Да, Это вот вот такой же сейчас был Джохар Дудаев. это сейчас рассказывают байки, что вот там вот был сепаратизм, то все. Нет, это было полностью отдельное государство. Они уже приняли все законы, все. Как бы. Единственная беда их не была в том, что их не признало международное сообщество. И все. Если бы их признало международное сообщество, может и война была бы, но они эту войну и так выиграли, и дальше бы они уже развивались как самостоятельное государство. Но их не признало мировое сообщество. И поэтому их, можно сказать, мир позволил раздавить. А по отношению к нам, да, ну, понимаете, если еще в горах Чечни можно спрятаться, то где у нас минус 50 В можно тайге. спрятаться или выкопать окоп, да, как бы, в тайге. И там Да, остаться. как Так, бы. Да, Влад, у меня Вот. вопрос по поводу Чечни. Дело в том, что когда вот произошли вот эта первая, вторая чеченская войны, Россия фактически совершила геноцид по отношению к чеченскому народу, и они там тоже совершали свои зверства, военные преступления, все это было. И Чечня это хорошо помнит. И, насколько я знаю, чеченцы это очень злопамятный народ, и у них горячая кровь, то есть такие вещи не забываются вообще, тем более чеченцы. И вот даже Кадыров, несмотря на то, что он является путинским ставленником, да, то есть он тоже ненавидит, мы отлично это знаем, он ненавидит русских, ненавидит все это, он просто подчиняется, он как на поводке Ротвейлер, да. Вот когда Путин начнет шататься, и у него не будет денег платить дань Кадырову, там он сколько, огромный там 200 миллионов, сколько там платят, чуть ли не каждый месяц, не помню цифры. Вот как ты думаешь, Влад, Третья Чеченская война
начнется очень быстро, или этому надо будет, как сказать, это надо будет подождать? Э, Как сказать, в Чечне тоже, можно сказать, по результатам 2 войн прошел очень сильный отрицательный отбор, да. Те, которые остались, это ну, далеко не лучшие представители своего народа, но что делать, что есть, то есть, да. Но они, может, и ненавидят русский народ, да, но Путину-то они и преданы, потому что это рука, которая кормит. Можно сказать, сейчас не Чечня для Путина, не чеченцы для Путина самый главный враг, да, а свой русский народ, который он же грабит, там, отправляет на войну, убивает там, и прочее, прочее, прочее. А чеченцы очень даже неплохо чувствуют, в принципе, за счет того же русского народа, за счет нас всех с вами, которые проживают во всех этих регионах. И деньги изымаются оттуда и отправляются туда. И поэтому они, наоборот, будут до последнего защищать этот режим, если надо будет куда-то как карательные отряды выезжать. И, соответственно, вот они тоже, в принципе, с большим удовольствием едут на войну с Украиной, потому что они заинтересованы в Путине как источнике своего дохода и стабильности. Не, ну Точно, подожди, точно. ну подожди. Ага. Ладно, я потом. Действительно, я сейчас об этом подумал, потому что те же самые кадыровцы, они же занимают такое высокое положение в иерархии сейчас в войне, их не отправляют на горячие точки, и мало того, что они там фактически выполняют роль надсмотрщиков, то есть если кто-то там дезертир пытается бежать, они там на этой линии, что они могут там как бы расстреливать. То есть, получается, да, Вся то есть, это как бы ОПГ. Они же и в России как бы чувствуют себя надсмотрщиками. Они их могут отправить в любой регион, навести порядок, их могут отправить кого-то убить. Это в порядке вещей. И, соответственно, на войне тоже самое, да. точно. Получается, на самом деле, вот эта кадыровщина и путинизм – это такое, это две, как бы сказать, это симбиоз. И Ну вот это вот их объединяет преступное сознание, криминальное сознание, да, что вот если у нас есть сила, если у нас есть деньги, мы можем делать все, что хотим. И поэтому Путин с Кадыровым, они нашли общий язык, и действительно они будут рука об руку идти в этой войне. У меня вот такое мнение. Значит, я предлагаю не путать кадыровцев конкретно, Кадырова и Кадыров, ну вот с его, значит, армией, да, с теми людьми, которые ему преданы. Не путать со всем чеченским народом. Кадыровцы это не чеченцы. Вот, я об этом хочу сказать. И если я вот тоже на эту тему думала, и я думаю, что если война с Чечней третья начнется, то она будет, чеченцы воевать будут не с Россией и не с Путиным. Они будут воевать с Кадыровым и с кадыровцами. И как только, правильно вы говорите, что Кадыров держится за режим Путина, потому что как только режим падет, я думаю, что ему придется очень быстро собирать свои манатки, да, и валить или в горы, или в Арабские Эмираты, или куда он там, да, с кем он там заключает договора, куда он там все время летает. Потому что народ, он стал кровником, практически кровным врагом, практически, наверное, каждому жителю Чечни. Вот, у меня такое ощущение. Поэтому я думаю, что да, действительно, Кадыров будет долго держаться, значит, помогать Путину и в общем, всячески, да, для того, чтобы как бы иметь иммунитет от своего собственного, значит, народа, населения Чечни, чеченцев. А потом еще не забывайте, кстати, вернуться все те, кто был вынужден уехать после, значит, того, как клан Кадырова пришел к власти. Из Чечни. Да, и по идее, да, вот Кадыров – это такой Путин чеченского разлива, такой мини-Путин, который устроил свою тоже такую пропутинскую Россию в своей Чечне. То же самое, те же самые процессы, та же коррупция, тоже насилие, тоже беззаконие абсолютно. И та же отрицательная селекция. И сейчас вот Чечня – это, по сути, мини-Россия. И получается, что если, допустим, Россия сможет скинуть Путина, это то же самое, что, допустим, Чечня
Чечня может скинуть Кадырова. Те же самые процессы. И они будут идти, мне кажется, одновременно. Сейчас любой регион – это мини-Россия. Так что если даже Россия развалится, я думаю, как бы не стоит обольщаться, что у нас там сразу станет все хорошо, мы так начнем, пойдем вперед, начнем богатеть, развиваться, свести и пахнуть. Боже мой, как бы мы станем такой мини-Россией со своим Путиным местным, со своими олигархами, с бедным нищим народом, ну и, как обычно, с разваленными дорогами. Ну хорошо, а есть Поэтому... какой-то выход?